Меня зовут Виктория. В 2021 году мне сделали операцию мини-шунтирования желудка. У меня возникли большие проблемы с коленями, и хирург, который делал последнюю операцию с коленями, сказал, что очень срочно надо сбросить лишний вес, что влияет на колени. Ну и, в принципе, по жизни лишний вес мешает. Первоначально доктору была поставлена задача сбросить хотя бы 7-10 килограммов перед операцией, чтобы операция прошла менее безопасно. Потихонечку я скинула до операции 7 килограммов. Если честно, вообще не переживала за операцию, потому что я была настроена, была поставлена цель и не переживала, просто ждала этого дня. Профессиональный человек, знает свое дело, отзывчивый, располагает к себе. Поэтому я иду уже на следующую операцию. Восстановление прошло достаточно хорошо, без каких-либо осложнений, без проблем. Все как в нормальном режиме. Самая главная рекомендация – четко слушать то, что говорит доктор, и то, что говорит диетолог. И очень стараться это выполнять. Если не будешь это выполнять, соответственно, очень легко вернуться к тому, с чего ты начинал. То есть это очень важно. Но практически первая неделя. Сразу же вес пошел вниз, и дальше первые месяцы вес очень сильно шел вниз. И, соответственно, сразу и боль в коленях ушла, и самочувствие стало лучше. Просто замечательно. Самое главное, стала более подвижной, легкая, даже не знаю, стало легче жить, скажем так, больше возможностей. Первое, что я боялась делать операцию, и я смотрела на баллон внутрижелудочный, рассматривала такую операцию. Доктор Адамсон – это единственный доктор, который предлагает такую операцию. И когда я уже шла на первый прием, я была между мини-шунтированием и баллоном. Очень много прочитала, очень много всего узнала и о докторе, и об этих операциях. И самое главное, что у доктора большой опыт, он один из первых бариатрических хирургов, кто начал практиковать и делать операции по уменьшению желудка. И когда я пришла на прием, после беседы с доктором мы выбрали мини-шунтирование. Самое главное, наверное, это быть готовым в голове. Все у нас сидит в голове. Можно сделать все, что угодно со своим организмом, но самое главное – это в голове. Если вы готовы себя сдерживать не только когда вы не можете, когда физически вы не можете, а потом сдерживать себя, то, пожалуйста, это стоит сделать.